فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Господь миров говорит: «О верующие, если вы поможете Аллаху, то Он поможет вам и утвердит ваши стопы». Уважаемые мусульмане, в данном аяте Всевышний Аллах обращается к нам, верующим, и сообщает, что Он окажет поддержку и укрепит стопы верующих в сражениях против врага, если они будут помогать его религии. Поэтому условием достижения победы является помощь религии Аллаха, которая зиждется на вере в Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Всевышнего, совершении намаза, выплате заката, посте и паломничестве. Своевременное выполнение пятикратных намазов – важнейший столб ислама после единобожия, подобно пятничному намазу и двум праздничным молитвам, а также первое, за что мусульманин будет спрошен в могиле после веры в Аллаха и его посланника. Своевременное и исправное выполнение молитвы – это также залог достижения победы от Аллаха. Сегодня нужда верующих в помощи Аллаха и его содействии крайне велика. Как мы знаем, мир наблюдает ужасные события – войны, конфликты, распри. Если же мы хотим уберечься от этих бед и сохранить нашу родину от войны, то наша обязанность перед нашими воюющими братьями заключается в двух вещах. Первое – это коллективное совершение утреннего намаза в мечетях. Как говорят праведники, выполнение утренней молитвы в коллективе служит залогом успеха, признаком веры и причиной победы над врагом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что тяжелее всего лицемерам приходится утренняя и вечерняя молитвы. Сподвижники и табиины настолько сильно обращали внимание на совершение утренней молитвы и стремились выполнять ее в коллективе, что пропускание данного намаза вызывало среди них сомнения насчет веры человека. Что же они сказали бы про нас, увидев наше халатное отношение к утренней молитве? Сегодня даже еврейские правители признают важность и особое значение утренней молитвы. Однажды, когда один из еврейских правителей услышал, как в последнее время мусульмане и иудеи схлестнутся в бою, и что мусульмане одержат победу в этом сражении, то, усмехаясь, ответил, что сегодняшние мусульмане не имеют отношения к этой победе. Он сказал, что мусульмане смогут одержать верх над ними только тогда, когда их мечети будут наполнены молящимися в утреннем намазе. Пусть верующий человек, который оставил сладкий сон и устремился к поклонению своему Господу и достижению его довольства, знает, что его сердце наполнено искренней верой и что он окажется среди тех, кого Господин всех творений обрадовал в обоих мирах, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: «Тот, кто совершил утренний намаз в коллективе, находится под покровительством Аллаха». Всем нам известно, что любая вещь в этом мире находится под покровительством Творца, но данный хадис сообщает, что совершивший утренний намаз в коллективе удостоится особого покровительства Господа миров. Мы также знаем, насколько трудным окажется день страшного суда, но какую же радостную весть пророк поведал совершающим утреннюю молитву. Он сказал: «Обрадуй полноценным светом в день суда людей, которые ходили в мечети под мраком ночи. Они не познают страха, тяжести и будут лицезреть полноценный свет, который осветит им путь в рай». Если мы желаем счастья в последней жизни, крепкой веры и помощи от Аллаха, то должны исправить свое отношение к мечетям. Всевышний одарил нашу родину безопасностью и стабильностью, а также прекрасными мечетями. Мы же, в свою очередь, должны проявить благодарность за эту великую милость. Заходя в эту мечеть, я удивленно обратился к идущему со мной одному человеку и спросил: «Интересно, куда же сейчас едут эти машины, в которых сидят верующие водители и на которых чеченские номера? Неужели они не знают, что Всевышний запечатает сердца человека, который пропустил 3 пятничных молитв по своей халатности? Велик Аллах, как человек с верующим сердцем может так небрежно относиться к предписанию Аллаха». Мы призываем верующих обновить свою веру, исправить свои деяния и проявить усердие в совершении коллективных утренних молитв. Как мы и рассказывали в предыдущей проповеди, в хадисе упоминается, что шайтан мочится в ухо человека, пропускающего утренний намаз. Мы также упомянули, что смысл этих слов заключается в том, что он проснется нерадивым.
слабым и раздраженным. Также пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что шайтан приходит к человеку перед сном, завязывает ему на лбу 3 узла и говорит: «Спи, ибо тебя ожидает длинная ночь». Если человек проснется и произнесет мольбу, совершит омовение, а затем утренний намаз, то все 3 узла развяжутся, и человек будет бодрым и веселым на протяжении всего дня. Если раб Аллаха желает узнать свое положение перед Господом миров, то пусть посмотрит на свое отношение к утренней молитве. Также мы рассказывали, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, были показаны люди, пропускавшие утреннюю молитву без уважительной причины. Их головы разбивали огромным камнем в могилах, затем их возвращали в прежнее состояние, потом опять разбивали камнем. Но если человек будет исправно соблюдать данное предписание, то утренний намаз станет причиной света, заступничества и благодати в его могиле. Любимец Аллаха сообщил нам, что намаз, пост и закат – это все благие деяния, которые будут заступаться за человека в его могиле и защищать его от ангелов наказания. В прошлой проповеди мы также упомянули слова праведников о том, что друг делится на 3 категории. Один искренний, а 2 других вероломные. А из этих 2 самый вероломный – это имущество человека, которое покидает его с момента его смерти и переходит во власть его наследников. Имущество оставит его, но сам он не будет оставлен. Он будет спрошен за каждый грош своего имущества. Второй вероломный друг – это родственники человека, которые предадут его тело земле, а затем покинут его. Самый верный друг человека – это его деяния, которые останутся с ним в его могиле. Поэтому для верующего крайне важно совершать благие деяния и, в частности, стараться выполнять в коллективе утренний намаз. Мы также хотели бы обратить внимание слушателей на важность чтения салаватов посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, ибо чтение салаватов – особое поклонение, которое любит и принимает Господь миров, и за которое ниспосылает особую милость. Признак, по которому определяется любовь к посланнику Аллаха и по которому суннит отличается от заблудших течений – это многократное чтение салаватов.